Здравствуйте, с вами правозащитник Павел Левинов. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о нарушениях прав человека в Беларуси в сентябре месяце. В прошлом месяце мы говорили о смерти Игоря Птичкина в СИЗО номер 1 на улице Володарского города Минска. С 14 сентября родственники, знакомые Игоря Птичкина пришли к СИЗО номер 1, чтобы провести пикет, посвященный памяти Игоря Птичкина. Среди участников пикета была и сестра Игоря на 8-м месяце беременности. И это не остановило милиционеров от ее задержания, доставления в участок милиции, составления административного протокола. Беременную женщину судили. Судья Центрального района города Минска Леонид Ясинович подверг ее административному взысканию. Даже если будут угрожать, то что угрожать? Мы не богатые люди. Если бы мы были богатые люди, то мы бы все бы деньги отдали для того, чтобы добиться хоть какой-то правды. А тут и правды не добьешься. И люди что? Вот смотрите, сколько нас тут собралось. Это вот все. А все остальные боятся. Чего бояться, когда мы сегодня мы можем выйти за хлебом и не вернуться домой. Ты пан или пропал? Все, тебя могут убить, неважно, лезешь ты куда-нибудь, не лезешь, чего бояться? Всех же он не убьет. По окончании срока исполнения наказания 3 сентября из Вацеевской колонии освободился политзаключенный Александр Фрацкевич. Вот что он нам рассказал о условиях содержания в местах лишения свободы. Психологически, когда против меня пытались настроить людей, это, конечно, было тяжело. Это примерно началось с начала прошлого года, 2012 года. Это началось довольно активно. Но потом, в любом случае, их нельзя настраивать бесконечно. То есть на какой-то есть предел, а когда этот предел достиг, то есть вокруг меня остались только верные мне люди. 21 сентября судом заочно вынесено решение в отношении Василия Парфенкова. Согласно данного решения, он последующие 12 месяцев обязан провести в ЛТП. Данную ситуацию мы попросили прокомментировать заместителя председателя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича. Системы ЛТП, лечебных трудовые профилактории, они находятся в системе МУС, а не в Министерстве охорони здоров'я. Поводле закону об охороні здоров'я предугледжуються випадки примусового лечения, есть такие выпадки. Перелік захворювань устанавливается специальной постановой Министерства охорони здоров'я. Так ось в переліку этих захворювань нема алкоголізму, ніяк і нема наркоманії. Тому, відповідно, примусово лічити в даному випадку ніхто не може, не має права. Де алкоголізм не лічиться примусово, він не може лічитися примусово. Чому ми лічимо, що система ЛТП з'являється системою, яка порушає конституційне право громадян нашої країни, а так само і некоторі міжнародні акти уголення прав чоловіка, у приватності міжнародний пакт о громадянських політичних правах, це наступне. Ізоляція людей у лічебно-трудовій профілакторії відбувається не в межах кримінального процесу. То есть, она не связана с тем, что человек здійснює какое-нибудь злочинство. Людей ізолюють на год, а коли вони там собі не надто добре поводять, то ще можуть притягнути на півгода, на 1,5 года, в межах громадянського процесу. Чоловіка накеровують за те, що він здійсняв там кілька правопорушень, 3 і більше на протягу года, був попереджений, потім ще кілька правопорушень здійснив, але за всіх цих правопорушень він вже поніс відказність. Тому ми лічимо, що Конституція предугледжує тільки один варіант позбавлення волі людей, громадянина у межах суду, суда, в сувязі з здійсненням злочинства. Накерування в ЛТП з притягненням до примусової праці. Знову ж, примусова праця поводле Конституції Білорусі забороняється, тому що праця з'являється правом, а не обов'язком. Мало того, і Конвенція МОД, і Пакт о громадянських і політичних правах говорять, що з'являється примусовою працею. Примусова праця предугледжує в некоторих випадках, але це випадки, знову ж, в межах покарання за здійснення злочинства, коли чоловік знаходиться в пенітенціарній системі, в випадках надзвичайного становища, коли можуть притягуватися до примусових праць. А в даному випадку це не зв'язано ні з другим, ні першим. Тобто чоловік притягується до праці примусово, його примушають працювати. В течение последних нескольких лет правозащитники, и в том числе инициатива «Правозащитники против пыток», обращались в различные структуры
для внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь внесла изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь. Сейчас в нем присутствует наказание за применение пыток. Конституционный суд Республики Беларусь отказался рассматривать обращение общественного активиста Владимира Шила, в котором он просил признать неконституционными отказы должностных лиц местной исполнительной и распорядительной власти о запрете пикетов. Владимир Шила отмечал в своем обращении, что ежемесячно на территории Республики Беларусь подается множество заявок на проведение пикетов, и ни один пикет не разрешается властями. Так, в сентябре месяце граждане заявляли пикеты против обнищания белорусского народа, против размещения авиабаз в Республике Беларусь, против введения выездной пошлины. Ни один пикет властями разрешен не был. 28 сентября на столичном фестивале бега «Кубок вызова» было задержано 4 участника. Лишь только за то, что на их майках содержалась надпись «Свободу Николаю Статкевичу». Впоследствии все 4 судом были привлечены к административной ответственности за ношение неправильных маек. Премия Вацлава Гавела в области прав человека присуждена брошенному за решетку председателю правозащитного центра «Весна» Олесю Беляцкому. Что касается Олеся, поскольку для него особо личность Гавела очень значима в его жизни, я думаю, что для него эта премия будет большой честью. Очень престижная премия, знаковая премия. И это честь не только для Олеся, а для всего правозащитного движения в Беларуси. И я надеюсь, что это укрепит движение, даст им силы в противостоянии в самой Беларуси и в их деятельности по отстаиванию прав человека. Международная наблюдательная миссия Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека Беларуси приняла заявление, в котором считает недопустимым тот факт, что известный белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, признанный узником совести, уже более 2 лет находится в заключении и что продолжают поступать сообщения об использовании правил внутреннего распорядка исправительного учреждения в качестве механизма давления, приводящего к нарушению прав как самого Беляцкого, так и его родственников. Международное сообщество постоянно обращает внимание на ситуацию с политзаключенными в Республике Беларусь. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций распространила доклад спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси Миклаша Харашти. В своем докладе спецдокладчик уделил особое внимание нарушениям прав человека в Республике Беларусь и представил рекомендации для улучшения положения в этой области в соответствии с международными обязательствами. С полным текстом доклада вы можете ознакомиться на сайте «Правозащитники против пыток». Республика Беларусь осталась последней страной в Европе, в которой еще применяется смертная казнь. Так, Верховный суд Республики Беларусь оставил в силе приговор Гродненского областного суда о вынесении смертного приговора Павлу Селину. Мы связались с правозащитником правозащитного центра «Весна» Андреем Полуда. Ввогуле, калі казаць пра тэму смяротнага пакарання ў нашай краіне, можна адзначыць, што 2013 год так быў у таких укосках, можно сказать, дастаткова ўражайны ў гэтым сэнсе, бо у нас 3 чалавека прыгавораны да смяротнага пакарання. І ў 2 чалавек уже адбыліся разгляды касацыйных скаргаў. Мы ўсе ведаем, што існуе вельмі шмат розных кшталтаў аргументаў супраць смяротнага пакарання. Гэта і тое, што невінаватыя могуць быць пакараны, што людзі не вераць нашай судовай сістэме. Тым больш, што на практыке мы сапраўды можам пабачыць шмат, скажем так, такого перадузятага стаўлення да людзей. Ну і не трэба забываць пра сваякоў, не толькі пра сваякоў забітых, а пра сваякоў яшчэ і тых, кого прыгаварылі да смяротнага пакарання, таму што для
іх гэта таксама выпрабаванне, для іх гэта катаванне. І ўвогуле камітэтам ООН па правах чалавека было, скажем так, вынесена рашэнне, у якім было пазначана, што гэта бесчалавечае абыходжанне да людзей у звязку з тым, што яны праходзяць пэўнай ступені так званы калідор смерці, да, вот гэты час ад вынесення смертнага пакарання да яго выканання. Все связано с его памятью, как говорится. Все связано, хоть мне и многие говорят, это просто надо пережить это. Знаете, может быть, у кого-то более сильный характер. И связано все, что сделано, все связано с Павлушей. Поэтому я хотела еще сказать, что а ты спрячь, как спрятать? Спрятать эти книги, спрятать эти конспекты, спрятать эту скамейку на улице, спрятать эту калитку. Что спрятать? Куда спрятать? Его тогда привели, он, конечно, на улицу его не выводят, потому что там, как мне сказали, приводят, у него уже роба такая, где написано там особо. И кто ж будет на прогулке параллельно земле ходить? Несмотря на требования международного сообщества, белорусские власти не предпринимают никаких шагов по освобождению политзаключенных Республики Беларусь. На сегодняшний день они продолжают отбывать наказание за несовершенные преступления. Статкевич, Автухович, Лобов, Беляцкий, Дедок, Васькович, Прокопенко, Гайдуков.